Добрый день. Сегодня хотелось бы отметить о работе нашего Министерства иностранных дел в части экономической дипломатии. Нам есть что сказать, нам есть чем положительным выразить, отметить нашу работу в плане продвижения экономической дипломатии. Это прежде всего создание инвестиционных фондов или фондов развития. Как вы знаете, еще в начале 2020 года Министерство иностранных дел создало Департамент экономической дипломатии. И в рамках этого первым пунктом, к которому мы приступили к проработке, создание двусторонних инвестиционных фондов. Одним из первых на наши предложения откликнулись наши венгерские партнеры. Вы знаете, Венгрия, как наш стратегический партнер в Европейском Союзе, очень имеет весьма позитивные отношения с нашей республикой. И таким образом уже в 2020 году был подписан меморандум о намерении готовности двух сторон создать кыргызский венгерский фонд развития. Далее мы пошли по выполнению всех соответствующих процедур. В ходе визита министра иностранных дел Венгрии, вице-премьера господина Сиарто, было подписано между нашими двумя министрами иностранных дел соглашение о создании Кыргызско-венгерского фонда о развитии с уставным капиталом в 50 миллионов долларов. Дальше мы выполнили внутригосударственные процедуры. После того, как внутригосударственные процедуры были выполнены, в прошлом году, в 2021 году, был создан сам фонд. Вы знаете, тоже мы провели одно из знаковых мероприятий в 2022 году. Это был первый экономический форум Европейский Союз Центральной Азии в Бишкеке. И в рамках этого форума произошло открытие нашего кыргызско-венгерского фонда. Сейчас у нас создан совет директоров, где с кыргызской стороны членами совета директоров является министр финансов, Министерство экономики представлено, и Министерство иностранных дел. И с венгерской стороны также в совете есть представители из кыргызского, из венгерского, извиняюсь, Экзимбанка, и также венгерского страхового, государственного страхового агентства. На сегодняшний день у нас есть правление Кыргызского венгерского инвестиционного фонда. Председателем правления назначен Тимиров, Эркинов Тимир. У него есть заместители с кыргызской стороны и с венгерской стороны. У нас поступил первый транш 16 миллионов долларов. Это, как говорится, первая ласточка, после освоения которых уже будет вестись речь о дополнительных траншах. Наряду с этим, вы знаете, у нас очень такие поступательные отношения с нашим партнером, стратегическим партнером по Центральноазиатскому региону, с Республикой Узбекистан. И опять же в рамках нашей работы по экономической дипломатии было подписано соглашение о создании кыргызско-узбекского фонда. И кыргызско-узбекский фонд уже сейчас также соглашение прошло внутригосударственные процедуры. Адылбек Алишевич у нас выбран председателем этого фонда. То есть уже есть устав, прорабатываются уже рабочие документы, то есть на основе каких критериев, на какие средства, на какие цели эти будут выделяться эти средства и каков будет порядок предоставлений. Мы считаем, что создание подобных фондов будет хорошим стимулом для наших деловых кругов Кыргызской республики. Мы призываем наши деловые круги теснее, в рамках Кыргызско-венгерского фонда теснее взаимодействовать с венгерскими партнерами, в рамках Кыргызско-узбекского фонда взаимодействовать с нашими узбекскими партнерами.
Хотел бы отметить, что в рамках многочисленных визитов нашего министра иностранных дел Руслана Атбаевича Казакбаева почти во всех таких значимых визитах мы ставим вопрос в повестку дня о создании в аналогично кыргызско-узбекскому, кыргызско-венгерскому фонду создания двусторонних фондов. На данный момент прорабатывается создание подобных фондов с рядом западных стран, с нашими соседями по региону, скажем, с Республикой Азербайджан, на восточном арабском направлении. Значит, вот буквально недавно мы в ходе визита в Объединенные Арабские Эмираты тоже затронули этот вопрос, уже рассматривается нашими эмиратскими партнерами. То есть в таком ключе у нас идет создание, проработка вопросов в рамках экономической дипломатии по созданию двусторонних фондов.